Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку. Мы восхваляем Аллаха Всемогущего, Царя, Владыку, Наделяющего, Творца семи небес и земель, и мы посылаем мир и благословение Его любимому пророку Мухаммаду, мир Ему и благословение. Мои братья и сестры, наша жизнь в этом мире крайне коротка. Намного короче, чем вы можете себе представить. Многие из нас строят надежды, планы, мечты, амбиции. И по правде, позвольте мне быть честными с вами. Смерть придет к вам. Смерть встретит вас, прежде чем вы добьетесь и половины из вашего списка амбиций и грез. Никто не обещает вам завтрашнего дня. Никто. Смерть придет, и это обещание. Она объявится. Это реальность, и это истина. Это истина. Никто не знает, когда наступит ее время. Мои братья и сестры, причина, по которой мы были сотворены, причина, по которой Аллах Пречистый Всевышний поселил нас на этой земле, это делать что? Зачем мы здесь, мои братья? И прошу, давайте просто порассуждаем. Что бы я ни сказал, я уверен, будет множество мнений. Я уверен, есть разные люди, клянусь Аллахом. Здоровья им всем, клянусь Аллахом, удачи им всем. Я просто делюсь с вами своим видением, да? Моим видением. Все, что вам понравится, берите. Все, что нет, я не шейх, я не алим, я не муфти, я никто. Клянусь Аллахом, я никто. Я простой человек. Если вам нравится то, что я говорю, берите. Клянусь Аллахом, это от Аллаха Пречистого Всевышнего. А если нет, братья, просто выбросите это и двигайтесь дальше. Не судите. Не судите. У каждого есть свое мнение. Итак, мои братья, зачем мы здесь? Зачем Аллах Пречистый Всевышний сотворил нас? Мы здесь ради развлечения и игр? Будьте честны, мы здесь ради забавы? Зачем мы здесь? Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, чем больше я трачу время на молодежь, тем больше я вижу, что мы всегда обвиняем молодежь. Но по правде молодежь — это отражение тех, кто были до них. Все настолько сосредоточены на молодежи, что говорят, что молодежь потеряна, молодежь сбилась. Дорогой, наша молодежь потерялась и сбилась, потому что ты потерян и сбит. Потому что наши отцы и матери потеряны и сбились. Очень легко встать и указывать пальцем, говоря: посмотрите на них. Посмотрите на них. Дорогой, твой сын, твоя дочь — это отражение тебя. Это отражение тебя, как ты транжирил свое время, что ты делал со своей жизнью. Твои дети пытаются делать те же самые вещи. Возможно, другим путем, но те же самые вещи. Итак, зачем мы здесь, мои братья? Разве целью жизни является женитьба? Разве целью жизни является ношение красивой одежды? Разве целью моего существования является строительство большого дома? Это то, из-за чего я здесь? Или я здесь для служения Аллаху Пречистому Всевышний? Я здесь, и Аллах Пречистый Всевышний поселил вас на этой земле на сколько? На короткое время. Если Аллах дарует вам жизнь, ну сколько она может продлиться? 80 лет, 90 лет, 100 лет? А затем что? Затем ты уйдешь. Затем ты уйдешь, и что ты заберешь с собой? Что ты заберешь? Клянусь Аллахом, мои братья, этот мир настолько ничтожен, вы просто не представляете. Просто не представляете. Аллах Пречистый Всевышний создал нас на короткое время, чтобы поклоняться Ему, призывать к Нему, прославлять Его, устанавливать религию в своей жизни. Две вещи. Это мое мнение. Две вещи. Цель вашего сотворения на земле — это установить религию в своей жизни и установить религию на земле. Просто. Религия для себя и религия для других. Вот цель вашей жизни. Вот поэтому вы здесь. Клянусь Аллахом, мои братья, Аллаха Пречистый Всевышний не заботит. Его не заботит. Аллаха не заботит, сколько у вас денег. Аллаха Пречистый Всевышний не заботит, сколько машин вы водите. Аллаха не заботит, насколько большой у вас дом, сколько в нем ванных комнат. Будь там собственная кухня, большая столешница или столешница. Аллаха Пречистый Всевышний даже не заботит это. Это все мирское. Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: этот мир настолько бесценен, этот мир настолько несовершенен, этот мир настолько дешев перед Аллахом. Он настолько дешев, настолько ничтожен. Он сказал: если это не так, если бы этот мир имел хоть какую-нибудь ценность перед Аллахом, Аллах не дал бы даже одному кафиру выпить и глотка воды. Не дал бы и глотка воды одному кафиру. Представьте кого-то, который ненавидит Аллаха. Он
Он ненавидит его пророка. Он враг ислама, открытый, явный враг. Однако Аллах Пречистон Всевышний до сих пор дает им, открывает перед ними двери. Деньги, машины, женщины, дворцы, империи, правительства. Аллах дает. Почему? Потому что все это не имеет для Аллаха никакой цены. Это все ничтожно. Не в этом успех. И что более печально, вы и я, как мусульмане, вы и я, те, кому была дарована религия, те, кому был дарован свет, те, кому был оставлен великий подарок для человечества, великий подарок от пророка, мир ему и благословение, это Коран и Сунна. Мы оставили это. Мы оставили путь пророка, мир ему и благословение. Мы оставили эту религию, мы оставили этот путь. Мы оставили Сунну. Ради чего? Ради чего мы оставили это, мои братья? Ради чего? Ради этого мира? Этой дуньи? Ради этой дуньи? Кто оставил этот мир и забрал что-то с собой? Кто оставил эту дунью и забрал хоть что-то с собой? Однако мы до сих пор попадаем в те же самые ловушки, до сих пор совершаем те же ошибки. Сегодняшняя наша тема называется «С кем вы?». Спросите себя, вы с кем? Вы на стороне Аллаха? Вы на стороне пророка Мухаммада, мир ему и благословение? Вы с ним? Вы с кем вообще? И не надо, клянусь Аллахом, не обманывайте себя. Болтаете, болтаете, болтаете. Дорогой, все умеют болтать. Если бы болтология позволила нам войти всем в рай, дорогой, поверь мне, все бы оказались в высших садах рая. Но посмотрите на сахабов, посмотрите на пророка. Они разговаривали очень мало, а делали очень много. Мы же сегодня болтаем очень много, а делаем очень мало. Вы с кем вообще? Клянусь Аллахом, мои братья, каждый человек ищет счастье. Мы также ищем успех. Каждый мусульманин, каждый человек, мусульманин он или нет, неважно. Каждый хочет быть успешным, каждый хочет быть счастливым, каждый хочет быть главным в мире. Аллах послал нам пророка, послал тебе свою книгу, свой Коран, чтобы показать тебе, какой из путей успешный, чтобы показать тебе, какой из путей принесет тебе счастье. Мы, оставляя это, обращаемся к чему? К чему мы обращаемся? К чему мы обращаемся? Люди спрашивают меня: «Ахи, почему мы страдаем? Почему мы несчастны?» Дорогой, а как ты думаешь, почему мы несчастны? Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Я оставил вас на прямом и ясном пути, на ясной дороге, на ясной тропе, ночь которого как день. Я не оставил даже камня на повороте». Я вас спрашиваю, заклиная Аллахом, человек, который обучил вас, как убрать нечистоты с себя в туалете, представьте, он показал нам, как себя очистить. Не просто как очистить, а какую руку использовать. Какую руку использовать? Ты думаешь, тот, кто пришел с такими деталями и подробностями, оставит тебя в путанице, без направления? Он показал тебе точную карту. Он дал тебе карту. Люди спрашивают меня: «Ахи, зачем мне религия?» Вы слышали такое? Зачем мне религия? Знаешь, зачем тебе религия? Потому что религия — это твой GPS-навигатор на всю жизнь. Религия — это твой GPS-навигатор на всю жизнь. Если у тебя нет религии, дорогой, твоя душа потеряна. Ты погонишься за своими прихотями, страстями. Религия — это GPS. Я в путанице, дорогой, я потерян, я не знаю, куда идти, не знаю, что делать. Вот религия, GPS, включайте его. Конечный пункт где? Рай. Прекрасно. Ваше местоположение, конечный пункт, вот эта дорога. Следуй. Следуй. Но нет. Дорога ясна. Она там, я вижу ее. И каждый думает, что он доктор и ученый. Нет, дорогой, доверься мне. Иди налево, вот здесь, я покажу тебе кратчайший путь. Поверни прямо здесь. Доверься мне. Я был там до этого. А затем, когда он поворачивает, вау, ты видишь, мужик, да здесь целые дебри. Мужик, и так налево, направо, ты поворачиваешь, он поворачивает. Дорогой, зачем ты впустую тратишь свое время? Дорога здесь, путь ясен. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, прошу, просто попытайтесь понять эту концепцию. Аллах Пречистон Всевышний. Он не смотрит, и вы не впечатлите его тем путем, что вы придумали. Иногда люди, знаете, что думают? Я знаю, вот эта дорога. Но я хочу впечатлить Аллаха Пречистон Всевышний, и я хочу сделать нечто иное. Или я хочу сделать что-то дополнительное. Вы не впечатлите Аллаха этим. Аллах Пречистон Всевышний даже не смотрит на это. Аллах Пречистон Всевышний сделал это очень ясным. Вот мой путь, вот моя дорога, вот мой пророк. И вы приобретете успех, лишь последовав его пути.
Все остальное, помимо этого, пути, которые приведут вас к погибели, даже если это будет сделано под знаменем религии. Если я хочу что-то создать, и это то, откуда исходит вся эта тема, бида. Если я хочу создать новый вид поклонения, это искренне, это действительно ради Аллаха Пречистого Всевышний. Этот вид поклонения, если пророк не делал этого, это приведет вас к погибели. Почему? Потому что Аллах не смотрит на затеи. Аллах сделал это предельно ясным. Вот дорога, вот путь, вот пророк, который был совершенством. Последуйте этому, приобретете успех. Не последуйте, будете вносить отсебятину, будете прыгать налево и направо, вы будете уничтожены. Очень просто. Очень просто. Итак, братья мои, связывая эту тему, где мы, с кем наша молодежь, что происходит с нашим обществом, что происходит с парнями, зачем мы оставляем путь пророка, мир ему и благословение? Зачем мы оставляем путь сахабов? Ради какого пути? Какую жизнь мы проживаем? Правда, какую жизнь мы выбираем? Мы стали отморозками. Отморозками. Не бандитами. Кто-то предупреждал меня, брат, не называй их бандитами. Я переспросил просто, почему? Называй их отморозками, потому что это то, кем они являются. Ты называешь их бандитами, даже обращаясь к ним с вопросами, но в глубине своих сердец они видят, он признает, что я бандит. Дорогой, ты отморозок, вот кем ты являешься. Ты отморозок. Ты выбираешь жизнь помимо другой. И послушайте, прошу, попытайтесь понять. Не думайте, что бандюга — это тот, кто делает тату и продает наркоту. Нет, дорогой, люди, клянусь Аллахом, с бородами. Они отцы, молятся в мечети. Им по 16-17 лет. И они больше бандиты, чем те бандиты, что на улицах. Бандит, нет, извините, отморозок. Отморозок — это тот, кто угнетает. Отморозок — это тот, кто оставил путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он и есть отморозок. Мои братья, что мы оставляем? Мы оставляем путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ради чьей жизни? Ради чьей жизни? За кем мы следуем? Что происходит с нашим обществом? Что происходит с ним? У нас каждый день смерть. Убийство, каждый день. И кто убивает кого? Разве вы не понимаете, когда вы оставляете путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Знаете, иногда люди говорят мне, брат, посмотри на кафиров. Дорогой, не важно, что кафиры делают. Сам Аллах уничтожит тебя. Когда ты оставляешь манхадж, оставляешь путь, оставляешь дорогу, Аллах тебя уничтожит. Не важно, что делают кафиры. Сам Аллах уничтожит тебя через твои же поступки. Через твои же дела. Вы оставляете путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ради кого? Будьте честны. Ради пути фараона. Это то, что мы делаем. Вы с кем? Вы на стороне пророка или на стороне фараона? Молодежь, мои братья и сестры, знаете, валлахи, я вижу эту любовь. Любовь, что мы имеем. Жизнь эту мы настолько прославляем. Вау, ты видел? Ты слышал? Ты видел, что они водят? Ты видел, что они одевают? Мы любим это, братья. Разве вся ваша любовь не в этом? Разве вы не любите этого? Выберите жизнь пророков, и у вас будет конец, как у пророков. Но если вы выберете путь фараона, клянусь Аллахом, ваш конец и вера будет, как у фараона. Мусульманин или не мусульманин, неважно. Выберите путь фараона, Аллах покажет вам очень ясно. Выберешь этот путь, у тебя будет конец, как у фараона.